Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Это «Утро среды», с вами проведем мы вместе. Степан Федоренко и Полина Долинская. Сегодня мы узнаем, в каком районе Якутии появился новый праздник Тугунка. Также, как быстро, вкусно приготовить полезный салат, за 2 минуты покажем вам прямо в студии. Поделимся лайфхаками, как за 5 минут взбодриться в офисе и настроиться на работу. Узнаем, как проходили съемки рекламного ролика на высоте 828 метров. Ну, а также у нас будут интересные гости, традиционные рубрики среды и много-много чего интересного. Хотелось бы напомнить, друзья, что мы работаем в прямом эфире. Наш номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Делитесь своими последними новостями, событиями, рассказывайте, как начинается ваш день, и мы обязательно об этом расскажем на всю республику. Да, страничка в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь на нее, ставьте лайки, узнавайте анонсы программ, анонсы наших сюжетов. Ну, а если вы пропустили нашу передачу, можете посмотреть ее целиком на нашем YouTube-канале «Якутия-24». Ну и традиционно мы начинаем это утро с новостей о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра в центральных районах столбик термометра был зафиксирован на отметке от 13 до 16 градусов. В Заречной группе от 8 до 16. В южных сегодня прохладно, в Нерюнгре плюс 6 градусов, в Алдане плюс 12. В Вилюйской группе Улусов 10-11 градусов тепла, а в Нижнеленских 11-14. В западных сегодня прохладно, в Мирном плюс 10 и более теплее в Алекминске плюс 14. В Колымо-Индигирской группе Улусов 4 градуса сегодня в поселке Хамну и 10 градусов в Чукурдахе. В Янских от 2 до 5, на северо-западе 11-14. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 15 градусов тепла, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер южный дует со скоростью 3 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают нам кратковременный дождь, ветер западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха днем 15-17 градусов. Ну а далее Влад Давыдов расскажет интересные, актуальные, самые последние новости из мира, республики и города Якутска. Приветствую студию «Утро Якутии» с новостями к этому часу. Влад Давыдов. Почти 44 миллиона квадратных метров жилья введено на территории России за январь-июль текущего года. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, правительство страны усиленно работает над тем, чтобы положительная динамика жилищного строительства в стране сохранилась, а итоговый показатель 2021 года составил 85 миллионов квадратных метров жилья. Граждане Якутии могут освоить новую профессию, затем трудоустроиться или начать свое дело в разных сферах жизни. Желающих пройти краткосрочные курсы обучают в рамках федерального проекта под названием «Демография». Это стоящие на учете в службах занятости населения в поисках работы, женщины в отпуске по уходу, а также люди предпенсионного и пенсионного возраста. Наиболее актуальными компетенциями считаются медицинский и социальный уход, эстетическая косметология, электромонтаж, сварочные технологии. Бесплатное обучение проходит в дистанционном и очном форматах. Критерием эффективности является трудоустройство, поэтому у нас есть сегодня показатель. После завершения обучения мы должны трудоустроить порядка 70% граждан, которые завершают обучение по этой программе. При подаче документов, отказ операторов, подтверждение заявок – это отсутствие документов. Для каждой категории имеются отдельные документы, которые они должны предоставить именно в подаче заявки. Организаторы летних паралимпийских игр в Токио подтверждают информацию о том, что предстоящие соревнования пройдут без зрителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Оргкомитета Токио-2020. По данным телеканала NHK, на мероприятии Токийской паралимпиады было в совокупности продано около 770 тысяч билетов.
В связи с принятым организаторами решением, потраченные на билеты деньги будут возвращены покупателям. Паралимпийские игры, напомним, в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Слово передаю коллегам. К этому часу пока все. В Оленёкском районе учредили новый праздник, и называется он День тугунка. Рыболовство – это традиционное занятие венков, и издревле именно оленёкский тугунок славится в Якутии и за ее пределами. С этого года начнется научный мониторинг за состоянием и численностью тугунка, и в планах местных властей официально оформить бренд «Оленёкский тугунок». А в первый праздник тугунка, в третье воскресенье августа, жители Оленька в селе Хараялах выловленную в реке оленек рыбу раздали по эвенкийскому обычаю немат многодетным семьям и одиноким пожилым людям. А часть рыбы продали и вырученные средства направили в помощь добровольцам, борющимся с лесными пожарами. День оленёкского тугунка отмечается в нашем районе впервые. Идея изначально была нашего главы района Ивановой Лены Степановны, которая несет в себе цель сохранения экологии, также и культурных традиций. Это очень важный шаг для дальнейшего грамотного построения диалога с промышленными компаниями. В регионах страны, где живут коренные малочисленные народы, формируются списки для включения в федеральный список коренных малочисленных народов. Такой реестр должен появиться в России в 2022 году. Для чего он нужен, что это даст включение в этот реестр и как подать заявление, сегодня мы узнаем у нашего гостя. Ольга Саранова, аналитик отдела внедрения и сопровождения услуг Центра «Мои документы». Доброе утро. Доброе утро. Кем сейчас регулируется учет граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам, и для чего вообще нужен этот реестр? Данный реестр сейчас ведет Федеральное агентство по делам национальностей. Он уже сейчас на данный момент составляется по коренным малочисленным народам. К ним относятся народы, которые у нас проживают на территориях традиционного расселения, своих предков, которые сохранили свои традиционные уклады жизни, которые ведут традиционные виды хозяйственной деятельности. В связи с этим, данным гражданам, которые относятся к коренным малочисленным народам, они проживают в довольно непростых условиях, поэтому на законодательном уровне за ними закреплены определенные права, которые направлены на то, чтобы сохранить их уникальность, чтобы они сохраняли свои традиции, обычаи. К таким правам можно отнести права по сохранению и развитию своего родного языка, по возможности открытия центров культурных, также направленных на сохранение своих традиций и обычаев. Большинство из мер, прав, которые за ними закреплены, направлены на сохранение их жизнедеятельности. То есть, например, право на безвозмездное пользование земельными участками, где они осуществляют традиционные виды хозяйственной деятельности, право пользования водными объектами, например, также право на освобождение от уплаты сборов по добыче объектов природного мира, по добыче объектов водных биологических ресурсов. А вот насколько все это доступно? Но, как известно, то есть, что коренные малочисленные народы, те же самые венки, это народ кочевой. Он, в принципе, всегда перемещается и к одной точке особо и не привязан. Вот как можно именно сохранить и язык, и детей обучать в школе именно с их национальным языком, по их направлению? Но здесь у нас, получается, ранее такие реестры тоже велись, но они велись локально. Сейчас же создается единый реестр. То есть
на всей территории Российской Федерации с целью того, чтобы любой орган государственной власти, который предоставляет все меры, да, государственной поддержки, в том числе и организации, могли пользоваться этим реестром, чтобы эта информация была доступна по подаче документов. То есть здесь им доступна такая мера, чтобы их председатель общины, в которую они входят, мог подать документы за всех членов своей общины. А вот как доказать свою Да. национальную принадлежность? То есть любой же может подойти, даже тот же самый злоумышленник, имея желание пользоваться вот этими некоторыми благами и привилегиями, может прийти и сказать: я представитель коренного малочисленного народа. Вот как доказать, что ты действительно принадлежишь к этой нации? Сейчас у нас включение в реестр коренных малочисленных народов носит заявительный характер, поэтому нужно предоставить заявление, в том числе документы, подтверждающие свою принадлежность, да, к коренным Какие малочисленным документы? народам. Вот, расскажите. Да, документы у нас, как правило, это свидетельство о рождении, где указаны национальности своих родителей. Если у родителей не сохранилось, то там по бабушке, по дедушке, но именно родственников, как сказать, по крови, да, по восходящей линии. То есть, например, супруг, если он относится к коренным малочисленным народам, то он не может включить свою супругу, да, если она не относится. к Только кем-то. своих деток. Да, только Ну и своих там деток, родных да. братьев и сестер. А как быть, если, допустим, в то же самое советское время практически всех записывали русскими, кто просто проживает на территории СССР? Но здесь уже мы основываемся на тех реестрах, которые ведут ЗАГС. Соответственно, что туда внесли, на той информации мы и основываемся, чтобы внести их в реестр. Есть ли какие-то сроки для подачи заявления? По данной услуге ограничений, сроков нет, то есть услуга носит постоянный характер. Единственное, что сейчас много очень ходит разговоров про то, что услуга временная, из-за того, что данный реестр должен как раз вот в 2022 году быть доступен для всех органов. Да? То есть предполагается, что большинство граждан туда внесется. Но это только для органов госвласти, которые предоставляют муниципальные услуги, чтобы они смогли оттуда получить информацию и не требовать документы дополнительные у граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам. Однако это не отменяет того, что те документы, которые у них есть сейчас на руках, да, по отнесению, что они не действуют. Они все действуют, все остается, просто нужно будет написать заявление на включение в реестр. А какие документы с собой необходимо взять? Документы, оригинал своего паспорта, свидетельство о рождении, либо иной документ, который подтверждает о том, что он относится к коренным малочисленным народам Севера. Либо по папе, либо по маме, обычно по восходящей и нисходящей линии. И куда обратиться, Да. расскажите. И можно чтобы ли это подать сделать как-то заявление? удаленно? По подаче документов обязательно личное присутствие, потому что мы должны все-таки сотрудники удостоверить, да, что у нас сидит действительно тот человек, который подошел, да, со своим паспортом. Обратиться можете в МФЦ, в любой офис, все принимаем. С начала осуществления данной услуги с 18 июня у нас уже принято более 2000 заявок, так что ждем. Ольга, Большое спасибо. вам спасибо за интересную и полезную беседу. Будем надеяться, что вот сейчас летний сезон закончится, многие будут возвращаться в села, в города и все-таки подадут заявки и заявления. Ну, а мы двигаемся дальше и погружаемся в морскую пучину вместе с фотографом Алексом Донсоном. Он специализируется на подводной съемке затонувших кораблей и глубоководных пещер. На каждой его фотографии можно увидеть захватывающие сюжеты подводной жизни. Автор съемок признается, что находит вдохновение в съемках природы, и ему нравится исследовать и открывать новые, необычные и удивительные локации, в которых никто не снимал раньше. Алекс снимает на камеру Nikon D850, так как считает, что у этой камеры более широкие возможности в видеосъемке. Я могу сказать только то, что вот этот Алекс Доусон, он стопроцентный профессионал. Вот ты представляешь, ты находишься на глубине 800 метров под водой, и тут у тебя навстречу плывет акула. Акула. Что ты сделаешь первым Привет, делом? Ну, акула. вряд ли там, давай Улыбочку. сфотографируемся, да? Замри. Ой, не моргай. Ну, тут действительно нужно и быть профессиональным дайвером, и еще и профессиональным хорошим фотографом, да.
Большую часть времени мы проводим в офисе, многие из нас. Сидячий образ жизни, оформление, сбор срочных документов, дедлайн, сдача отчетов, длительная работа перед компьютером. И мы предлагаем вам посмотреть полезные лайфхаки, как организовать свое рабочее пространство и улучшить микроклимат в коллективе, даже во время кофе-брейка. Полезные советы далее. И я тут, Полиночка, сегодня с утра притащил в студию свои помидорки. Да ты прям урожай собираешь. Кстати, Да, друзья, собираю. я думаю, сейчас самое то время, когда у многих из нас в крови после арбуза начинаются именно салатные такие примеси. И у меня есть для вас хороший рецепт, хороший лайфхак, как можно разнообразить простой салат. Давай я тебе Давай, помогу. я буду очень Всё признательна, говори, если что ты мне делать. поможешь. Ну, буквально очень просто. Мы режем помидорки. Никаких сложностей. Вот, пожалуйста. Я предлагаю тебе порезать помидоры, а я Давай. сама займусь именно изготовлением заправки. Продукты эти абсолютно доступны у каждой хозяйки, у каждого хозяина. Все это есть в холодильнике, так что особых сложностей это никак вам не предоставит. Все, что нам нужно, берем оливковое масло, либо любое другое по вашему вкусу. И вот так вот треть масла мы добавляем в емкость, в контейнер, в котором мы и будем все это смешивать. Сколько помидоров резать? А ты Сколько рассчитывай на хочешь. нас двоих, либо на всю студию. На нас двоих. Ребята, вы сразу там записывайтесь в списке, кто сегодня еще не завтракал. И мы все, на всех, тебе было сказано, на всех. Слушай, а этот салат с утра подойдет? Он же с чесноком будет. Я думаю, если ты в течение дня планируешь целоваться, то я думаю, нет, можно Нужно отложить быть это на всегда вечер. готовым к этому. Можно это отложить на вечер. Так, вот столько масла мы берем. После этого нам понадобится цедра лимона. Причем именно цедра, мы ее вот так вот натираем, буквально там чайную ложечку. Она у нас не натирается. Давай я помогу. Она у Давай нас поменяемся, совсем не попробуем. натирается. Так, ну мне тут нужна твоя помощь. Давай, Смотри, попробуем. чтобы белое никуда не попало. Я пока почищу чесночок. Нам буквально нужна одна головка. Смотри, чтобы только желтая, именно цедра. Очень хорошо, вот это все нам поможет. Кстати, давно доказано, что в помидорах есть те самые витамины, которые помогают сохранять молодость. А лимон, как известно, это источник витамина С. Плюс мы сюда добавим еще чеснок. Чеснок, как известно, у нас убивает микробы, так что это будет очень такой полезный витаминный салатик. Кажется, нам в студию нужна новая Новая терка. терка у Да? нас, да, действительно. Так что у нас хорошее предложение именно для спонсоров, пожалуйста. Вот. Ну, что-то Вот. натерлось. Да, этого, я Хватит? думаю, у нас будет достаточно. Вот, буквально. После этого нам нужно будет еще чесночок, головочку. Также мы ее в пюрешку растираем. Самое главное, не растереть свои же ногти. Так, ну, Вот, я добавляем думал, так сюда хватит. чесночка.
Так, красиво зато. Да, это будет очень красиво. Так, все это мы сюда добавили. Укропчик. После этого, да, укропчик нам прям в кашу его можно. Прям в труху. После этого берем половинку того самого лимона и отжимаем ее сюда. Пахнет вкусно. Пахнет вкусно. Если отжимать все это через ситечко, то лишнего косточки ничего не попадется. Это будет и эстетически, и очень красиво. То есть ничего лишнего не будет. Укропчик нормально? Еще можно Еще? помельче порубить. Еще помельче? Да, вот прям помельче. Слушай, я вот в салатах люблю, наоборот, все крупно. Как говорится, А мама у меня готовит большому все куску и очень-очень рот радуется. мелко Да? Вот всё мне режет. мама тоже так говорила. А я не знаю, я наоборот за эстетику. Так, потом мы добавляем сюда. А для меня большие вещи эстетичнее выглядят. Ну, ты мужчина, тебе зачем красота и сервировка? Так, добавляем чайную ложечку соли. Тут каждому по вкусу. Кто любит посолонее, можно добавить побольше. Добавляем сюда буквально, открой, пожалуйста, 1,5 чайные ложечки сахара. Это нам придаст такой пикантный вкус. И имейте в виду, если так получилось, что вы вдруг пересолили или еще что-нибудь, то вы можете добавить туда. Так, теперь мы добавляем сюда зелень. Все, и теперь мы все это дело взбалтываем хорошенько. Если так получилось, что вы немножко не рассчитали пропорции и приготовили очень много, вы можете сразу этой заправки приготовить на несколько дней. И также в течение 3 дней вы все равно ее съедите. Заправлять можно абсолютно любые салаты. Также вы можете добавить ее, допустим, в привычную нам яичницу. Вы можете так ее полить, и будет очень вкусно. Это будет... Можно и Вот. помидоры в яичницу. Можно и помидоры в яичницу, да. Вот и все, наша заправочка Давай, готова. нам говорят, нужно закругляться, нужно это попробовать. Да, уже все конце хотят концов. есть. Вот, пожалуйста, Пока не приятного закруглились. аппетита. Завтракайте вкусно, завтракайте вместе с нами. Классно. Да, и, как говорится, завтрак это нам задает день, и у нас и настроение будет хорошее, а после такой трапезы оно будет еще у нас приподнятое. Ну, так что Приятного аппетита друзья. тем, кто завтракает. Известный библейский сюжет о создании Вавилонской башни известен очень многим, однако мораль истории при всей ее понятности и доступности так и остается актуальной информацией для размышления. Многие из нас сталкивались в жизни о том, что у нас происходит некоторое недопонимание во взаимоотношениях. Причем это могут быть абсолютно разные коммуникации. Это могут быть недопонимания в семье, в работе, либо со взрослыми, либо со своими же детьми. И вот специально для этого в мире есть день, который отмечается 18 августа. Это День общего языка. Этот день призывает нас всех научиться понимать друг друга. Ну а какие еще даты и события интересные произошли сегодня в этот день, мы узнаем в нашей следующей рубрике. На календаре 18 августа в этот день отмечают День пограничника в Казахстане, День географа, День топора, День смеющихся ангелов, День интуитивной прозорливости и День общего языка. По народному календарю в эту дату чтут память мученика Евсигния Антиохийского. На Руси в этот день люди совершали обряды, чтобы задобрить землю, а девушки устраивали сбор житной матки. Благоприятной приметой считалось найти злак с 12 колосками. В этот день по погоде определяли, каким будет декабрь. События в этот день. В 1682 году на престол царства русского вступил Петр I. А в 1782 году в Санкт-Петербурге был открыт памятник Петру I – «Медный всадник». В этот день было учреждено Русское географическое общество. В солнечном спектре был обнаружен новый элемент – гелий. В 1877 году был открыт спутник Марса – Фобос. В этот день русский инженер Константин Перский предложил слово «телевидение». Советская станция «Луна-24» совершает посадку на поверхности Луны. В этот день родились Брук Тейлор, английский математик, Антонио Сальери, итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог, Лидия Литвяк, советский летчик-истребитель, герой Советского Союза,
Ливио Либреску, румынский, израильский и американский математик, профессор. Владимир Мигуля родился в 1945 году. Советский композитор, пианист, вокалист. Именины в этот день отмечают Ян, Симон, Максимилиан, Иван, Ефим, Нона, Мария, Кристина, Евдокия, Дарья. Все знают, что делать зарядку – это очень полезный настрой в течение дня, но немногие ее делают. А тем не менее, она, между прочим, приносит Приносит пользу, видишь, вот да. Не делаю зарядку и себя вот чувствую, вот прям умираю во время эфира. Да, Она приносит обезболивающие эффекты. Все это за счет того, что во время зарядки выделяются гормоны Эндорфины. радости, и которые вызывают самую эйфорию и снижают ощущение боли. Да, и пока наши коллеги за кадром уже начинают поедать наш салат, мы с Полиной Натощак посмотрим сделаем зарядку. утреннюю зарядку. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясницу расслабили, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся вверх. Вспомните что-нибудь хорошее, внутренне улыбнитесь, и на этой волне начинаем нашу утреннюю зарядку. Хлопнули в ладошки, растерли. Растираем до ощущения тепла, нагнетаем энергию в ладони и этими разогретыми ладонями растираем, пробуждаем свое тело. Начинаем с ушных раковин. Растираем по периметру вверх, вниз, внутри уха поводили пальцем. И теперь растираем затылок, основание черепа, мышцы шеи сзади, по бокам, плечи. И переходим на плечевые суставы. Обязательно представляйте, как вы снимаете ладонями с суставов застойную энергию, стряхиваете ее на землю. До ощущения тепла растирайте все суставы, локтевые. И сейчас запястье стряхнули, другая рука. Хорошо. Теперь сжимаем руки в кулаки и вот этими костяшками без нажима взбадриваем позвоночник, растираем вниз до копчика, вверх, насколько идут руки. Нажим усиливаем и растираем спину, поясницу, таз. Ощущайте, как у вас пробуждается вся спина. Перевернули ладони к себе и до ощущения тепла растерли область почек, ребра, талию, живот и тазобедренные суставы. Стряхнули. Выставляем одну ногу вперед, растираем колени вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. Другая нога то же самое. Вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. И теперь чистим пальцы. Снимаем грязь, грязную энергию, которую мы собрали с суставов, и стряхиваем ее на землю. Держим, делаем довольно плотно. Одновременно массируем активные точки на наших пальцах. Растерли между пальцами, по паре раз достаточно. Взяли руки в замок, потянулись, выгнули спину. Спину назад тянем. И вдох, и на выдохе прогибаемся. Вдох, и на выдохе в сторону. Вдох, и на выдохе в другую. Повернули корпус, таз тянем назад, руки вперед, ощущаем, как растягивается поясница. Вдох, на выдохе тянемся вверх. Вдох, на выдохе опять в сторону и расслабились. Итак, правую руку толкаем вверх, левую тянем вниз, вдох, и на выдохе растягиваем тело, плечи, шею расслабляем. Смотрим на тыльную сторону верхней ладони. Вдох, потянулись, расслабились, выдох. Отлично. Ну что ж, мы с вами разбудили свое тело. Теперь надо настроиться на позитивный рабочий день. Ноги поставьте на ширину плеч. Колени мягкие, поясница расслаблена. Плечи опущены на лопатки, свешены вниз. Макушка с едва заметным усилием тянется к небу. Делаем вдох и представляем, как вся гармоничная энергия земли и неба втекает в наше тело. Кладем эту энергию в область за пупком. Ладони можно сложить на пупок, можно прикрыть глаза и вспомните самый счастливый момент жизни.
внутренне улыбнитесь, наполняйте энергией вашей улыбки все свое тело, все пространство вокруг себя. Сияйте радостью, счастьем, любовью. Опускаем руки, приставляем левую ногу к правой. Хорошего дня, будьте здоровы и счастливы! Мы благодарим Светлану Кобякову за такую великолепную зарядку. И также... она простая и Да, доступная. простая. И абсолютно также для говорим каждого. вам, сияйте и радуйтесь. Да, друзья, мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, и несмотря на то, что у нас время эфира немного ограничено, и мы не всегда успеваем поздравить вас вовремя, мы стараемся все-таки эту ситуацию исправить. У нас есть поздравления, потому что вчера у нас именинники остались без поздравления на всю республику. Давайте, друзья, все вместе это исправим. Здравствуйте, поздравляем сыночку Сереженьку Иванова с днем рождения. Желаем быть всегда здоровым, счастливым, улыбаться и радоваться жизни. Мама и папа. И еще одно поздравление. Доброе утро! Сегодня, 17 августа 2021 года, в нашей семье самый замечательный день. День рождения нашей любимой дочери Алексеевой Ульяны Борисовны. Дорогая наша Ульяна, с волнением от всей души поздравляем с днем рождения, с новой страницей в жизни, открывающей новые возможности, новые горизонты и новые ощущения. Желаем всегда оставаться такой же милой, обаятельной, творческой, увлеченной жизнью. Желаем крепкого здоровья, огромного счастья, успехов в работе, пусть каждый день несет с собой удачу, радость, вдохновение и счастье. С любовью, Милена, Борислав, Аника, мама Лена Афанасьевна и папа Борис Юрьевич Алексеевы. Мы также присоединяемся к поздравлениям, желаем всего самого-самого наилучшего. Ну а всем телезрителям напомним наш номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Присылайте на него приветы и поздравления для своих близких, ну а также какие-то интересные новости. События, Да. которые произошли в вашей жизни, а может быть, делитесь своими планами, потому что все-таки туман над городом рассеялся, потихоньку начинает работу свою аэропорты. Может быть, вы собираетесь поехать в отпуск. Да. Тоже рассказывайте, какие у вас планы на этот прекрасный бархатный сезон. Ну что ж, а далее в нашем эфире выпуск новостей. Приветствую студию «Утро Якутии» с новостями к этому часу Влад Давыдов. Правительство России продлило временный порядок ввоза в Россию жителями Дальнего Востока подержанных праворульных автомобилей без установки системы «Эра ГЛОНАСС». Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров. В настоящее время жителям дальневосточных регионов разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования. Теперь такой порядок будет продлен еще на 1 год до 3 декабря 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы. В Якутске прошла пресс-конференция, посвященная результатам экспедиции на остров Котельный. Напомним, в 2019 году на севере острова ученым удалось обнаружить останки мамонта со следами разделки. Скелет располагался на месте стоянки Табауряха в отложениях, соответствующих финалу Каргинской эпохи, и датируется возрастом 26 тысяч лет. В этом же году ученые Академии наук Республики и Института археологии и этнографии РАН провели детальное исследование древней стоянки. Экспедиция прошла с 19 июля по 3 августа. При этом, как подчеркнули ее участники, в краткие сроки им удалось исследовать все запланированные точки. Это река Табаурях, река Кожевина и гряда Шмидта. Экспедиция прошла, можно сказать, успешно. И по итогам этого года еще мы запланировали на следующий год, где и как будем работать дальше. Ранее такие исследования наша Академия проводила. Вот. Но мы это просто сейчас, как сказать, продолжаем эту работу. В Якутске сегодня будет отключена вода с 22 часов до 7 часов утра следующего дня. Отключение водоснабжения связано с ремонтными работами в рамках плана подготовки к осенне-зимнему периоду. Без воды в указанное время останется весь город Якутск. К этому часу это все. Передаю слово коллегам.
Кстати, да, друзья, хотелось бы донести до вашего сведения. Все, кто проживают в городе Якутске, а также в муниципальном образовании Жатай, друзья, сегодня, 18 августа, с 22:00, с 10 вечера до 7 утра будет отключение горячей и холодной воды. Все это связано именно с работами водоканала, которые у нас идут плановые. Так что, друзья, имейте в виду, накануне заполняйте тазики, заполняйте ванны. Если у вас нет бани, да, заранее если мойтесь. есть возможность, оставайтесь на даче и парьтесь на бане. И не парьтесь без воды. Стюардессу поставили на вершину высочайшего здания в мире ради рекламы. Действительно, искусство требует жертв. Авиакомпания Emirates Airlines сняла рекламу на вершине небоскреба Бурдж-Халифа, который является самым высоким в мире. Героиня ролика Николь Смит-Людвиг. Николь – профессиональный инструктор по прыжкам с парашютом. В рекламе она сыграла стюардессу. Девушка находилась на высоте 828 метров. В компании заявили, что перед съемками Николь прошла тренировку в ангаре. А сам ролик был снят без использования хромакея, то есть зеленого фона, и никаких спецэффектов. Для рекламы изготовили специальную версию униформы, через которую незаметно протянули сразу 3 страховочных троса. 2 из них зафиксировали к вершине здания, еще один к платформе с шестом, которую соорудили специалисты специально для съемок рекламы. Съемки компания начала на рассвете. Весь процесс занял около 5 часов. Из них 1 час и 15 минут ушло на то, чтобы съемочная группа забралась на вершину здания. Хотелось бы, конечно, сказать, друзья, ни в коем случае не повторяйте. Выполнено профессионалами. Так что... Слушай, 5 часов простоять вот на верхушке. На высоте 828 метров. Это действительно... Ну, девушка, конечно, я понимаю, что она инструктор по прыжкам с парашютом, но я тебе, как человек, который занимался парашютным спортом, по секрету скажу, им тоже страшно прыгать. Ну, конечно, страшно. Очень высоко. Нет, самое главное, если бы мне не сказали, что это не монтаж, не видеомонтаж, то я бы, сняли где-то в павильоне. Действительно, Кинг-Конга же как-то снимали, да? Вряд ли они там привлекали и Кинг-Конга, и вот заставляли его лезть на самую высокую башню. Кстати, если мы продолжим по поводу тему авиации. Авиации, да, действительно. В 1940-50-х годах в районе реки Амга упал самолет Ша-2. Это первый советский самолет-амфибия. В короткие сроки была собрана экспедиция, куда вошли представители авиации, РГО и образования. Остатки самолета были найдены, привезены в Якутск, и после реставрации они будут размещены в музее авиации. Подробнее нам расскажет Руслан Ачиров, так сказать, из первых уст. В военные годы через Якутию проходила трасса Алсип для перегона военных самолетов. К большому сожалению, некоторые из них терпели крушение во время прохождения своего воздушного пути. Известны места падений, имена летчиков-героев. А что по гражданской авиации? Во многих районах местные жители могут рассказать о местах крушения самолетов. За всю историю авиации Якутии такие случаи, к сожалению, имели место быть. В наши дни до сих пор проводятся работы по поиску информации о таких самолетах, экипажах и в некоторых случаях пассажиров. Работают специализированные поисковые группы. Те места крушений, которые находятся в достаточно легкой доступности, становятся точками посещения туристами. На прошлой неделе была собрана экспедиция на одно из таких мест. Информации о крушении самолета-амфибии Ша-2 в районе реки Амга достаточно мало. Нет даже точной даты падения. Судя по разным источникам, самолет упал в 43-м, 48-м, либо в начале 50-х годов. Целью экспедиции было доставить останки самолета в Якутск для дальнейшей реставрации и установки в Музее авиации Якутии. В составе 9 человек экспедиция выехала из города Якутска. На 3 машинах с 3 лодками выдвинулись в поселок Верхняя Амга. Оттуда вниз по течению свой путь мы продолжили на водометах. Через 160 километров пути мы достигли места падения. От берега реки Амга в 300 метрах лежал двигатель М-11Д. Это 5-цилиндровый 10-литровый двигатель самолета Ша-2 мощностью 115 лошадиных сил. Наполовину он был в земле, и вокруг находились части моторамы, металлические части самолета-амфибии. Вся фанерная часть уже сгнила и на месте не была найдена. Уже в процессе извлечения были найдены шилики с номерами, один из которых уже дал понять, что в 1948 году данный самолет был на ремонтной базе в городе Иркутске. То есть падение не могло произойти раньше 1948 года. Вот на бензобаке у нас есть табличка. Это другая. Авиаремонтная база 403, это в Иркутске была такая. Вот. Ну, судя по
этому клееному винту, это послевоенный. Когда он упал, неизвестно. Только известно, что ну, вот, если винт клеенный, это же послевоенный винт. Наверное, года 47-й, 49-й, 51-й, может так. Александр, скажите, что ждет именно вот этот двигатель? Ну, мы придадим ему как бы музейный вид, чтобы можно было выставить в музее. Ну, тут или у нас, или 30-я школа у нас организовывает там авиационная академия, или вот еще есть в клубе Гагарина музей. Дайте, пожалуйста, мне. То есть какой-то из этих, ну, там, в каком-то из этих мест. Самой трудной задачей было выкопать аккуратно двигатель и перенести его по лесу. Силами 8 человек это было с трудом сделано. Изготовив специальные проставки по размеру двигателя, мы его установили в одну из лодок и, собрав остальные части, выдвинулись в обратный путь. В планах у поисковой команды почистить, помыть двигатель, дозаказать недостающие запчасти и установить в Музее авиации Якутии, чтобы все желающие могли прикоснуться к истории. Улыбнулись, парни? А еще чуть-чуть. Специально для доброго утра Руслан Ачиров, Петр Шестаков и команда бременских музыкантов. Более подробную информацию об этой экспедиции смотрите в одном из ближайших выпусков передачи «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Спасибо, Руслан. Слушай, я ему прям завидую очень искренне. Тоже хотелось бы отправиться в какую-то такую экспедицию, да, и что-то найти обязательно. Ну и продолжая тему находок, археологии, летом завершилась совместная экспедиция Академии наук Республики Саха-Якутия и Института археологии и этнографии Российской академии наук на острове Котельный. И сегодня у нас в студии Александр Кандыба, старший научный сотрудник отдела археологии каменного века Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, город Новосибирск. Доброе утро. Доброе утро. В ходе вашей экспедиции на острове был обнаружен скелет мамонта. В чем уникальность данной находки? Ну, сразу небольшая поправочка, что фрагменты этого скелета были найдены впервые в 2019 году экспедицией Академии наук Республики Саха. Там в составе палеонтологов, в первую очередь, которые, собственно, нашли вот этот фрагмент этого скелета мамонта. И это было отличие этой находки от многочисленных находок мамонта, которые на северах обнаружены в разных местах, тем, что были подозрительные следы на костях определены, которые, как оказалось, более при детальном изучении оставлены древним человеком. То есть этот мамонт, он вполне возможно, что погиб именно во время охоты? Конечно. А может такое быть, что он был ручным? Наверняка мы этого не видели. Поэтому. И в этом году было предпринято решение, вообще попробовали в прошлом году, но в силу известных вот этих ограничительных мер в прошлом году не удалось попасть на остров Котельный, на Новосибирские острова, а вот в этом году экспедиция состоялась. И было произведено детальное археологическое изучение уже объекта как такового, то есть именно этой стоянки, где был обнаружен этот мамонт, потому что современные требования к археологическим объектам, они такие, что не только что лежит, но как это еще лежит. Мы должны почему определить. это важно, как оно лежит? А потому что возникают вопросы одновременности. То есть если мы датировали этого мамонта, который имеет возраст 26 тысяч лет назад, то мы должны еще и определить, что это эти самые кости, эти порезы, которые оставлены вот на этих костях, они синхронны с тем временем. И есть такое подразделение геологии, стратиграфия называется, и поэтому определить характер залегания костей, как они выглядят. Может быть, чтобы не было переотложения, то есть как бы слой культурно разрушился, потом заново образовался. То есть это очень важно, и это современные требования вообще ко всем археологическим стоянкам и археологическим объектам о том, чтобы получить наиболее достоверную и интересную для нас информацию. Ну а какова реакция других археологов? Может ли эта находка вот что-то перевернуть
Поменять концепцию саму. Ну, на самом деле, еще пока таких широких, как говорится, публикаций не было. На самом деле у нас только сейчас закончился предварительный этап, в первую очередь экспедиционный. И сейчас мы будем провести аналитическую работу, и, собственно, результаты которой будут опубликованы уже в серии научных публикаций. То есть планируется большой цикл, посвященный этому мамонту. И как будем ждать реакции остальных археологов. На самом деле, как бы еще мало кто знает, по большому счету, в научном мире о такой сенсационной находке. Остров Котельный, он самый большой в архипелаге Новосибирских островов. Насколько эти острова уже изучены и какой вообще интерес они представляют для археологов? На самом деле острова изучены очень мало. Экспедиции, в первую очередь археологические, там совершались эпизодически. Я могу, что называется, на пальцах одной руки перечислить археологов, которые там были. Это с чем связано? Транспортная... В первую очередь, да. Острова все-таки труднодоступны. Вот заброска на тот же остров Котельный производилась на вертолете. И получить доступ вообще к вертолету как таковому довольно тяжело, если бы не содействие сенатора Борисова Егора Афанасьевича, который напрямую обратился к министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу, ну, может быть, и не состоялась поездка, потому что все-таки это и пограничная зона, и зона заповедника Усленского, то есть, как бы, чтобы попасть и работать на тех островах, надо 2 пропуска получить. Но, как бы, полное содействие со всех сторон было, и со стороны Министерства обороны, и со стороны руководства Усленского заповедника в лице директора Дичковского Александра Николаевича. Вот. И, как говорится, там еще есть такой фактор, как погода. То есть пропуск есть, вертолетчики готовы лететь, а погода не хочет. Иногда лето, как зима, да, может быть. Вот еще такой вопрос в плане того доступности этих островов, то есть их участками изучают. Вот сколько времени это занимает, вот именно на изучение 1 квадрата? Ну, смотря какого квадрата, сколько примерно площадь. Ну, хотя бы там предположить, что там где-то средненький мамонт. Средненький мамонт, да? Не, на самом деле все зависит от того, насколько мы площадь раскопок определим, возьмем. Опять же, отталкиваемся от того времени, которое у нас есть. То есть мы сколько сможем, столько, говорится, выкопаем. Было бы времени побольше, выкопали больше. Но, опять же, не будем забывать, что Новосибирские острова – это зона вечной мерзлоты, и выкопать мы можем только, по большому счету, до уровня, когда завершается вот сезонная оттайка. Вот это где-то сантиметров 50-60. А почему в районе Якутска не находят мамонтов? Мне вот очень обидно. Ну, наверное, потому что еще не это самое так хорошо не искали. Нет, они, правда, они могут быть где-то в районе Якутска, например. Они южнее гораздо встречаются. На юге Западной Сибири спокойно находят остатки мамонтов в Кемеровской области, в Новосибирской области. А вот какие дальнейшие ваши планы по изучению? Конкретно вот этого объекта? Конечно. Ну, это в первую очередь детальное изучение всех остатков. Есть такое направление археологии, называется трассология. То есть непосредственно изучение следов. Характер следа, примерно чем отставлено, экспериментальное моделирование, в принципе, вот, создания орудий, которыми, скорее всего, был разделан вот этот мамонт. Потому что, к сожалению, вот, каменных артефактов не было обнаружено. Вот, если бы хотя бы один был, это было бы на порядок больше. Мы информации получили. Да. Это сам. То есть это вообще это стоянка, это есть такой термин место разделки. Вот, это что, такое место разделки? Место разделки животных. А, это большая кухня какая-то? Да, примерно так можно сказать. Да, в англоязычной литературе используется термин kill site. Вот, и у нас тоже сейчас активно этот термин употребляется. Но вот мы имеем, как говорится, типичное место разделки. То есть, опять же, представьте себе, туша огромная мамонта, куда-то его перетаскивать довольно проблематично. И надо еще отметить, чем отличается вот это место, это стоянка. Почему считаем все-таки стоянкой и место на разделке. Дело в том, что это кости были только одной особи. То есть это не типичное кладбище мамонтов, где очень много сотен фрагментов, сотни костей от разных видов животных, там мамонты, бизоны и все прочее. Здесь конкретно только один мамонт. Все. Здорово. Будем ждать новых открытий.
Большое спасибо за такое интересное. Я, кстати, слышала про одну очень интересную такую примету о том, что если ты хочешь проявить себя в древние времена хорошим и статным женихом, принеси своей даме сердца мамонта. Вот видишь, так, какие подарки раньше были. Может быть, это как раз и был этот вот, принес подарок. кто-то, дотащил в подарок. Ну а вот мы расскажем еще про один подарок. Невероятный сюрприз своим родителям сделала дочка на днях, как утверждается в Булгунехтахе. На юбилей отца дети дарят своим родителям автомобиль. Девушка пригласила их на улицу, сказав о том, что их ждет именинный торт. Никто не догадывался о сюрпризе, пока во двор не заехала белая машина с завязанным бантом. Друзья, пусть ваша жизнь также будет полна сюрпризов, а мы с вами прощаемся и прощаемся только до завтра. Молочная девочка! Какой подарок? Вы обладатель машины Олор. Олор. Олор'un gel. Моня Олор'un gel. Gelin. Королевский подарок. Представляю.